неплохо было бы, если бы всю эту зеленую зону привели бы в порядок, очистили бы от этой травы, сделали бы нормальный газон, как в любой нормальной европейской стране. Когда идешь по тротуарам, казалось бы, достаточно чисто, то есть трава вокруг, но стоит зайти немножко глубже, и мы увидим, что там происходит. И я думаю, что здесь проводят в свое время наркоманы, либо алкоголики. Но мы сегодня постараемся это все убрать. Эдуард Поливодин – актер в детском театре, а еще автостопер. Проехал пол России и Европы. Поразила не только красота, но и чистота многих городов. После чего в родном Сыктывкаре стало уже как-то неуютно от обилия мусора. Он позвал друга и вышел на уборку. Получилось весело и продуктивно. После чего создал группу в социальной сети, кинул клич. Оказалось, он не один такой. Всю жизнь я просто не мусорю, стараюсь не мусорить. И поменьше использовать пластика, пакетов в своей жизни. Переходила на экосумки и прочее, прочее. А тут, раз уж такое движение у нас в городе, я не могла не поддержать. Это уже 4-я генеральная уборка. Зеленая зона, место проходное, да и дети здесь гуляют. Но судя по этой картине, далеко не всех жителей такое положение дел задевает. Они просто, видимо, вот мусор выкидывают по пути и все. То есть такие. Может быть, это еще из-за недостатка мусорных бачков по городу, да, это тоже влияет. Но это прежде всего, я думаю, наше внутреннее состояние воспитания. То есть, видимо, если беспорядок вокруг нас, значит беспорядок внутри нас. Каждый раз в составе новые лица. Их немного, но за час работы собирают несколько мешков разного хлама. Они не экологи и не дворники, просто не безразличны к окружающей действительности. Единственная проблема – куда складывать все это богатство. Ну, выходит, допустим, комендант общежития говорит: это чужая территория, это чужой мусор, что вы его ко мне несете в мусорку. Но мне кажется, если жить в своем городе, да, и считать, что это чужой мусор, там чужие дети бегают, чужая территория, то надо готовиться вообще жить в чужом мире. Свою помощь предложила одна из партий, но экологи-любители подчеркивают, их проект аполитичен. Каждый, будь он даже депутат, должен принять только личное решение, совершить или нет добрый поступок. И еще раз подчеркивают, убирать не стыдно. Стыдно жить в грязи. Наша съемочная группа тоже не осталась равнодушной и присоединилась к уборке мусора. Уже в следующее воскресенье в 10:30 активисты соберутся снова. О месте сбора можно узнать из группы «Чистый город». Присоединяйтесь и вы, не будьте равнодушными. Вы сами можете предложить участок, захламленный, забытый столицей, который уже через неделю засияет чистотой и задышит свежестью, и потратить час на благое дело. Это тот случай, когда ссор из избы выносить нужно. Только так наш общий дом преобразится. Ольга Коняева, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.